Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойер Пирзода. В городе Термез Республики Узбекистан состоялось 6-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан. В работе заседания приняла участие делегация правительства Республики Таджикистан во главе с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода. Работа 6-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан, состоявшейся в городе Термез Сурхандарейской области Республики Узбекистан, началась со встречи глав официальных делегаций. Затем заседание продолжилось под председательством премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода и премьер-министра Республики Узбекистан Абдулло Орипова в расширенном формате в свете успешной политики основателя мира и национального единства лидера нации, президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева заложен надежный фундамент в деле развития сотрудничества в торгово-экономической, дорожно-транспортной, сельскохозяйственной, промышленной сферах, а также в областях культуры, образования, здравоохранения, туризма, спорта, таможенной и пограничной сферах. В ходе заседания были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, выполнение задач, поставленных высшим руководством двух стран по укреплению и развитию многопланового сотрудничества между братскими Таджикистаном и Узбекистаном. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в активизации и расширении взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях. Достигнута договоренность о принятии дальнейших согласованных мер по обеспечению роста объема товарооборота. Было отмечено, что имеется большой неиспользованный потенциал для развития сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном, и что соответствующим структурам необходимо принять меры по эффективному использованию этих возможностей. По итогам заседания был подписан протокол Межправительственной комиссии. Конкурс Сайри Гули Лола, праздник тюльпанов, является одним из основных исторических столпов празднования Международного Навруза. Возрождение древней традиции играет значительную роль в привитии любви к природе и воспитании чувства прекрасного среди населения. По мнению историков, в прошлом этот обряд проводился с особой пышностью на территории древней Сагдианы и Бактрии и в других регионах под названием «Праздник красных цветов». В последние годы в Республике Таджикистан празднование Сайри Гули Лола на уровне махалли, селения, города, района, области и в республике является признаком признания исторических и культурных ценностей таджикского народа. Лучезарная весна вступила на таджикскую землю, одаряя солнцем и благодатью не только дехкан, надеющихся на богатый урожай, но и горожан. Стартовавший в республике Сайри Гули Лола мотивирует душанбинцев облагораживать улицы, палисадники, скверы и парки. Пестрая красочная палитра вдохновляет и представителей творческого цеха. Распускающиеся бутоны, манящие ароматом и нежностью оттенков, манят браться за кисть, передавая на холст всю прелесть неповторимо красивой природы Таджикистана. Не в стороне и начинающие художники клуба студенческой молодежи Российско-Таджикского славянского университета. У нас клуб художники в университете создали один небольшой выставка «Таджикистан, мой родной край». Мне очень было приятно рисовать нашу природу Таджикистана. У нас хорошая весна. Тюльпан рассчитан в чакан, плетеный в косы таджикских красавиц. Этому цветку Лола посвящены песни, его выстраивают в танцевальных композициях. Весь свой внутренний мир можно выразить танцем. Каждый взгляд, каждое движение руки, жест, мимика. Можно все выразить. Все-таки мы танцем народу мы передаем, показываем эстетику, красоту. Сайри Гули Лола – повод для каждого посадить деревце, цветок или кустарник, внося и свой вклад в облагораживание и озеленение городов и сел. Улучшение уровня обслуживания пассажиров на борту самолетов, которые осуществляют полеты по различным направлениям, является одной из эффективных целей по привлечению туристов в Таджикистан и в целом развития сферы туризма в стране. В связи с этим созданы новые современные объекты и принимаются конкретные меры по обеспечению пассажиров воздушных судов качественным питанием.
Здание закрытого акционерного общества Sky Catering возведено в современном стиле и согласно международным стандартам. После сдачи в эксплуатацию данного объекта здесь будут созданы благоприятные условия для работы. Здание состоит из 3 этажей и подвальной части. Для строительства и оснащения нового объекта было израсходовано 13 миллионов самани. Основное направление деятельности – обеспечение воздушных судов бортовым питанием. В подвальной части здания расположены 15 современных складских помещений, в которых будут храниться продукты питания. Они оснащены современным оборудованием, завезенным из-за рубежа. Склады оборудованы современными холодильными установками и другим инвентарем. Продукты для приготовления пищи и других салатов будут храниться в благоприятных условиях. К примеру, готовые блюда будут храниться в холодильниках при нормальном температурном режиме. Кухонные приборы для приготовления пищи будут обработаны современным оборудованием. Продукция будет поставляться на предприятие посредством специального транспорта, и только после тщательного испытания качества и срока годности будет предоставлено место в складских помещениях для хранения. На первом этаже здания для приготовления различных блюд, разнообразных салатов в современных условиях созданы отдельные помещения, оснащенные кухонными приборами, оборудованием и специальной формой. Внутри и вокруг здания установлены камеры видеонаблюдения, а также современная система пожарной сигнализации. Создан специальный выход. Строительные работы по возведению нового здания выполнены на высоком качественном уровне. Рабочие кабинеты, помещения и другая инфраструктура отвечает международным требованиям. Строительство здания таким способом создает условия для предоставления услуг пассажирам на высоком качественном уровне. На втором этаже расположены рабочие кабинеты и помещения для отдыха персонала, которые обеспечены современной мебелью и необходимым инвентарем. Конференц-зал, спортивный зал и другие вспомогательные кабинеты нового здания закрытого акционерного общества Sky Catering расположены на 3-м этаже. Конференц-зал предназначен для проведения различных встреч и мероприятий. Сейчас продолжаются работы по фасаду здания, планировка площадки перед объектом и асфальтирование дорожек. В ближайшее время сооружение будет сдано в эксплуатацию. Декоративные железные ограждения и зеленые насаждения придают этому месту особое великолепие и красоту. Кроме того, произведена посадка декоративных и хвойных пород деревьев, что в будущем станет прекрасным уголком. В целом, с вводом в строй этого объекта повысится качество обслуживания пассажиров, а воздушные суда будут обеспечены готовым питанием. На юго-востоке Китая, в провинции Хунань, мужчина напал с ножом на учеников начальной школы. Дождь и шквалистый ветер обрушились на тайский курортный город Паттайя. МВД Северной Македонии подтвердила гибель 4 человек, путешествовавших на небольшом самолете, который потерпел крушение. В Подмосковье 6 человек погибли, еще 2 пострадали в ДТП. Об этих и других событиях в мире более подробно в блоке зарубежных новостей. На юго-востоке Китая мужчина напал с ножом на учеников начальной школы. 2 человека погибли, еще 2 пострадали. Злоумышленник был задержан на месте. Нападавшим оказался местный житель. Мотивы его поступка пока неизвестны. Пострадавшие дети были доставлены в больницу. Их жизням ничего не угрожает. Ранее в Пекине мужчина напал на учеников начальной школы, в результате чего были ранены 20 детей. 3 из них получили серьезные ранения. Дождь и шквалистый ветер обрушились на тайский курортный город Паттайя. Стихия бушевала около 2 часов. За это время вода на некоторых улицах поднялась до 1,5 метров. Жертв и серьезных разрушений нет, разве что затоплены первые этажи некоторых зданий и повреждена дамба из мешков с песком на севере города. Синоптики предупреждают, что сильные ливни в течение недели еще могут повториться. Кроме того, власти Таиланда рекомендуют жителям страны и туристам не подходить к деревьям во время проливных дождей. МВД Северной Македонии подтвердила гибель 4 человек, путешествовавших на небольшом самолете, который потерпел крушение накануне близ горы Солунска. Все 4 человека, находившиеся в борту, были болгарами. Причины инцидента выясняются. В Подмосковье 6 человек погибли, еще 2 пострадали в ДТП. Среди пострадавших есть 1 ребенок. По предварительным данным, микроавтобус, ехавший из Тулы, врезался в большой груз. В Таджикистане в архитектуре зданий и других сооружениях ремесленники продолжают использовать многовековые традиции резьбы по камню, дереву и ганчу. В наше время искусству резьбы можно научиться в профессиональных учебных заведениях.
С давних пор народ Таджикистана славится творениями своих ремесленников. Таджикские умельцы в течение многих веков создавали посуду, музыкальные инструменты, ковры, предметы мебели, ювелирные украшения, ткани и многое другое. И все из натурального, экологически чистого сырья. Подобные изделия особенно ценят иностранные гости, посещающие Таджикистан. Все, кто хоть раз побывал в Таджикистане, знают, насколько актуально искусство декоративной резьбы. Ею украшены памятники архитектуры, предметы быта, музыкальные инструменты, посуда, двери, рамы, сувениры и так далее. Это одно из самых древних и распространенных ремесел Таджикистана. Различают резьбу по дереву, камню и ганчу, которые и в наше время используются в современной архитектуре. За годы независимости в стране возрождены народные ремесла. В профессионально-техническом строительном лицее города Душанбе обучают многим востребованным в наше время профессиям, в том числе и искусству резьбы по ганчу, камню и дереву. Я считаю, что каждый человек должен освоить какое-то мастерство и стараться довести его до совершенства. И я рад, что у меня есть возможность освоить древнее искусство резьбы по дереву. Каждый вид древесины имеет свои особенности, уникальный аромат, твердость и другие свойства. Мы учимся изготавливать элементы для украшения домов, мебели, а также деревянные блюда. В народе считают, что еда из деревянной посуды является более целебной. Особенно ценятся изделия из ореха. Они наиболее долговечны и изысканны. В Таджикистане принимаются меры для стабильного развития сферы образования по освоению гражданами профессий и ремесел, отвечающих требованиям рынка труда. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвак, телевидение, Таджикистан. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. А развитие событий в 20:30. Будьте здоровы!